Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания с видеотрансляцией сегодня, 13 мая 2019 года, в КОМе Республиканском институте развития и образования. Сегодня у нас на заседании присутствуют представители из 3 муниципалитетов – город Сыктывкар, город Ухта и город Энта. Я позволю себе перечислить всех поименно. Итак, у нас присутствует Рудольф Руслана Валентиновна, это технологический лицей, город Сыктывкар, Селезнева Ольга Михайловна, это гимназия номер 2 города Энта, Долонина Елена Аркадьевна, школа номер 15, город Ухта, Доброхотова Наталья Николаевна, школа номер 31, город Сыктывкар, Носова Ирина Вениаминовна, русская гимназия, город Сыктывкар, Канов Максим Георгиевич, русская гимназия, город Сыктывкар, Данилова Лилия Александровна, школа номер 36, город Сыктывкар, Фемина Любовь Степановна, школа номер 25, город Сыктывкар, Рицкая Ксения Владимировна, школа номер 27, город Сыктывкар, и Тырина Нина Иверовна, гимназия номер 1, город Сыктывкар. Сегодня мы в таком представительном составе, нас 10 человек. Вопросы заседания озвучит Лилия Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшнем заседании будут рассмотрены следующие вопросы по теме «Учебник. Комплексное средство обучения учащихся». Первый вопрос. Федеральный перечень учебников по предметам история, обществознание, право, экономика на 2019-2020 учебный год. Выбор учебно-методического комплекта учителя. Особенности УМК по предмету история. Особенности УМК по предметам обществознание, право, экономика. И четвертый вопрос. Подготовка к итоговой аттестации средствами УМК. Большое спасибо. Итак, у нас 4 вопроса. В общем-то, объемные, но мы постараемся не затягивать и сжато, емко осветить все вышеизложенные 4 вопроса. Я обращаюсь к тем, кто смотрит нас по ту сторону экрана. Уважаемые коллеги, включайтесь в обсуждение вопросов, заседания в чате, задавайте вопросы. Обращу ваше внимание на первый вопрос. Это федеральный перечень учебников по предметам история, обществознание, право, экономика на следующий 2019-2020 учебный год и выбор УМК учителя. Данный вопрос освещу я, Тырина Нина Иверовна. Обращу ваше внимание на приказ Министерства образования об утверждении нового федерального перечня учебников. Приказ вышел за номером 345 от 28 декабря 2018 года. В данном приказе представлено обновление учебно-методических комплексов по всем предметам. Но мы сегодня будем говорить о предметах социально-гуманитарного цикла в контексте трансформации нормативной базы. И данные предметы мы сегодня уже озвучили. В соответствии с федеральным перечнем учебников мы обратим внимание на такой предмет, как история и история России, и всеобщая история. Итак, на данном слайде мы видим учебно-методический комплекс по всеобщей истории. Данная линейка авторов Вегасина и Сорока Цупа. Обращу ваше внимание, что здесь представлены учебники новые, они вышли в издательстве «Просвещение». Мы сразу обращаем внимание на тот синий значок, который мы видим в левой верхней части каждого учебника. Этот значок означает издательство «Просвещение». Более того, мы с вами, если видим этот значок, это свидетельствует о том, что он полностью соответствует требованиям в ГОС. Но если раньше мы видели желтый значок, то теперь вполне достаточно вот этого обозначения. Данный учебник классический, он проверен временем, проверен он нормативной документальной базой, соответствует он действующим документам, примерной образовательной программе, и здесь присутствует линейный принцип преподавания истории. Также он синхронизирован с курсом истории России. Более подробно об особенности каждого учебника я скажу в последующем вопросе. Здесь следует отметить, что имеется электронная форма учебника, также имеется бесплатное электронное приложение
и можно пользоваться методическими вебинарами для учителей и бесплатные методические материалы для скачивания. Можно выйти на сайт просвещения и обнаружить данную информацию. Следует отметить, что это одна из самых популярных линий учебников по всеобщей истории в нашей стране, в Российской Федерации. Также на данном слайде вы наблюдаете таблицу, в которой представлена информация, что данный учебник соответствует новому федеральному перечню, и номер каждого из них здесь представлен, ну и также представлен авторский коллектив и, соответственно, параллель. Это линейка 5 и 9 классы и 10 класс. На данном слайде мы с вами наблюдаем учебники, где идет изменение содержания. Обращу ваше внимание, что вышел новый учебник. Это учебник по всеобщей истории для 9 класса, где речь пойдет о периоде XIX века. И авторский коллектив данного учебника все тот же: Юдовская, Баранов и Ванюшкина. Учебники, которые представлены здесь, как и на предыдущем слайде, несколько подробнее, мною будут охарактеризованы чуть ниже. Следует отметить, что доработан учебно-методический комплекс и учебника линии Таркунова. Это 6-10 классы. Здесь мы как раз видим на данном слайде учебники с 6 по 10 класс. Это единственные учебники по истории России в федеральном перечне учебников, которые официально рекомендованы Российским историческим обществом. В учебниках в полном объеме представлены все элементы, которые обязательны для изучения согласно действующему историко-культурному стандарту, который у нас действует с 2015 года. Также следует отметить, что методический аппарат учебников он доработан в соответствии с теми задачами, которые требуют от нас государственная итоговая аттестация. И в данный комплект учебников также входит электронная форма, бесплатное электронное приложение, также имеются методические вебинары для учителей, ну и, соответственно, материалы для скачивания. И мною здесь на данном слайде представлена информация о том, что эти учебники соответствуют номеру федерального перечня учебников. Итак, еще раз обращаю ваше внимание, что это авторский коллектив Арсентьев, Данилов под редакцией Таркунова. Это 6-9 классы и, соответственно, 10 класс. Здесь авторский коллектив чуть побольше. Это Горинов, Данилов, Маруков, тоже под редакцией Таркунова. Новый комплекс учебников здесь предлагает Центр «Сфера». Я обращаю ваше внимание, что это тоже комплекс учебников, который выпускает издательство «Просвещение». Здесь представлены учебники с 5 по 10 класс. Но помимо данных учебников, обращаю ваше внимание, что я сюда включаю еще и атласы. Вот посмотрите, они здесь представлены. Это, например, атлас 5 класса и контурные карты 6 класса. То есть они полностью соответствуют данному комплекту учебников, впрочем, как и предыдущему комплекту, о котором я выше говорила. Данный комплект учебников, он под редакцией авторского коллектива Уколова, Ведюшкина и Бавыкина, 5-9 класс, а 10 класс – это Белоусов, Смирнов и Мейер. И эти учебники, как и мною выше указаны предыдущие, они переработаны в соответствии с действующей примерной образовательной программой под линейный принцип преподавания истории, синхронизированы с курсом истории России. И следует отметить, что данные учебники по своему содержанию позволяют качественно подготовиться к единому государственному экзамену, к основному государственному экзамену, поскольку включают в себя полноценно те события, которые необходимы для сдачи экзаменов ГИА. Данный комплект учебников, он представлен в том, что здесь имеется новый исторический материал. Здесь, в частности, представлена история повседневности, культуры быта. И особенностью еще данного учебника является то, что здесь очень красочно представлен иллюстративный ряд, много цветных картинок, имеются схемы, диаграммы и так далее. Я обращу ваше внимание на варианты учебника, которые используются при переходе на пилотном режиме, да, и в штатном режиме. Мы с вами знаем, что часть школ у нас обучается в пилотном режиме. Ну, соответственно, то, что на данном слайде представлено справа, перед нами учебники для пилотного режима, что, соответственно, 10 класс – это изучение эпохи
с древности по XIX век, а в 11 классе это 20 век. Ну и, соответственно, здесь мы наблюдаем учебники по истории России и, соответственно, по истории всеобщей. А слева мною здесь представлены учебники для штатного режима. Мы с вами знаем, что учащиеся, обучающиеся в штатном режиме – это те, которые сегодня у нас заканчивают 8 класс. Соответственно, в 9 классе они будут изучать 19 век, в 10 классе у них будет 20 век, и особенностью 11 класса является то, что там будет интегрированный курс, это подготовка к государственной итоговой аттестации, курс «Россия в мире» или же курс с древности по 1914 год. Итак, федеральный перечень учебников по обществознанию. Ну и краткий обзор. Здесь я представила линию учебников в верхнем ряду, да и, собственно говоря, и в нижнем. Это та, которая сегодня используется. В некоторых школах еще преподается в 5 классе. Но мы с вами знаем, что в соответствии с новой программой преподавание обществознания у нас с 6 класса. И здесь представлен тот перечень учебников, который имеется практически в каждой школе. Переработанный ОМК представлен уже на этом слайде. Здесь мы видим с 6 класса по 9, ну и дальше 10-11 классы издательства «Просвещение». Данные учебники, обращаю ваше внимание, они переработаны под новую структуру курса обществознания в соответствии с примерной программой. И указано, что изучается обществознание с 6 по 11 класс. Структура данных учебников и, собственно, само содержание, они соотносятся с примерной образовательной программой. И надо отметить, что в учебниках 7 класса, 8 класса, а также 11 класса здесь включены модули по основам финансовой грамотности. Здесь модули сделаны совместно с Центробанком Российской Федерации. Это самая распространенная линия учебников по обществознанию в Российской Федерации, полностью соответствует, как я выше уже сказала, нормативной базе и содержанию контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации, то есть ОГЭ и ЕГЭ. В учебниках 8-11 классов появляется новая рубрика. Эта новая рубрика называется «Готовимся к экзамену». Здесь представлены задания, которые идентичны формату государственной итоговой аттестации ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. Как и в учебниках по истории линейки Викатин, Годдарь-Свинцицкая, а также под редакцией Туркунова «История России», здесь имеется электронная форма учебника, также бесплатное электронное приложение, методические вебинары для учителей и бесплатные вебинары, материалы для скачивания. Здесь мною представлены учебники издательства «Просвещение». На данном слайде вы можете наблюдать таблицу, которая свидетельствует о том, что данные учебники они входят в федеральный перечень учебников. Под редакцией Леонида Наумовича Боголюбова представлены данные учебники. Здесь перед нами линия 6-9 класс и линия 10-11 класс. Обращаю ваше внимание на новый ОМК издательства «Просвещение Центра сферы». Данные учебники, это линейка под редакцией Котовой и Лесковой, интересны тем, что они имеют свои отличительные особенности. Дело в том, что здесь делается особенный акцент на межпредметные связи, на развитие самостоятельности, на самоорганизацию учащихся для того, чтобы привлечь их личный социальный опыт. Данные учебники, впрочем, как и предыдущая линейка, также обладают таким дополнительным материалом, как материал по финансовой грамотности. Они созданы под новую структуру курса обществознания, который, согласно примерной программе, изучается, еще раз повторюсь, с 6 по 11 класс. Дело в том, что авторы данного учебника – это еще и сотрудники ФИПИ, ответственные за разработку контрольно-измерительных материалов ГИА по обществознанию. И ценность данных учебников как раз заключается именно в том, что содержательная часть, она сориентирована на подготовку государственной итоговой аттестации. И мною здесь на данном слайде также представлена таблица о том, что данные учебники входят в федеральный перечень учебников. Итак, повторю, что авторский коллектив – это Котова и Лескова, собственно, сотрудники ФИПИ.
По поводу учебников экономики и основ финансовой грамотности, которые входят в федеральный перечень учебников, обращу ваше внимание. Вот здесь обращу внимание на учебник, который не издательство «Просвещение», но, насколько мне известно, он используется во многих учебных заведениях. Это учебник «Экономика», издатель «Вита Пресс» и авторский коллектив Королева и Бурмистрова. Данный учебник использовать, естественно, можно, поскольку его номер имеется в федеральном перечне учебников. Однако обращу ваше внимание вот на такой УМК. Это УМК «Основ финансовой грамотности», 8-9 классы. Это специальные учебники, которые созданы для реализации примерной программы. Входят они в федеральный перечень. Авторский коллектив – это Чумаченко и Горяев. Особенностью данных учебников является то, что их вполне можно использовать при реализации основной образовательной программы основного общего образования и в рамках предмета обществознания, а также в рамках предмета экономики их можно использовать, ну и также на элективных дополнительных занятиях эти учебники тоже можно использовать. И в соответствии с тем учебным планом, который имеется в отдельно каждой школе, каждая школа может принять решение относительно ввести тот или иной электив или дополнительные занятия по основам финансовой грамотности. Еще раз обращу ваше внимание, что это ведется в 8-9 классах. Учебники права. Данный учебник издательства «Дрофа», он используется очень во многих учебных заведениях. Учебник под редакцией авторского коллектива Никитиных. Есть недостатки данного учебника ввиду того, что здесь очень незначительный материал имеется по параграфам. Недостаточно материала документального в данном учебнике, несмотря на то, что он достаточно объемный, но он на 2 года рассчитанный. Данный учебник одобряется, поскольку он является учебником из современного федерального перечня учебников. Пользоваться им можно, данным учебником. Он представлен как для базового, так и для углубленного уровня. Но хотелось бы особое ваше внимание обратить на вот этот учебник. Это новый учебник Анны Юрьевны Лазебниковой. Фамилия данного автора всем историкам, обществоведам, безусловно, знакома. Перед нами учебник, который рассчитан на углубленный уровень. Данный учебник новый. Особенностью данного учебника является то, что он снабжен очень богатым документальным материалом. И здесь представлены вопросы, которые помогают освоить этот материал, и много работы для того, чтобы дать возможность учащимся самостоятельно выполнить разнообразный вид заданий. Данный учебник имеет электронную форму учебника, также бесплатное электронное приложение, имеется в соответствии и методические вебинары. Впрочем, это по всем учебникам издательства «Просвещение». Здесь мною представлен учебник «Право» 10 и 11 класс, а также здесь представлены мною и поурочные разработки по 10 и, соответственно, 11 классу. Лично я листала этот учебник и обратила внимание на то, что данный учебник качественно отличается от того Никитинского, по которому, в частности, я тоже работаю. Обращу ваше внимание на другие продукты, которые также вошли в федеральный перечень. Здесь такой продукт, как российское порубежье, мы и наши соседи. Это специальные учебники, которые выпущены для реализации основных адаптированных программ. Данный ОМК авторского коллектива Бабурин, Даньшин, Елховская и Радыгина. Особенностью данного ОМК является то, что здесь обозначены практические задания, решая которые обучающиеся могут отработать те навыки, которые были ими приобретены в процессе изучения истории и обществознания. В первую очередь, конечно, истории. Данный курс обучения он по выбору, и в соответствии с принятием решения в той или иной школе вести данный курс, может данный курс вести учитель истории и обществознания. По первому вопросу мы с вами
закончили нашу работу. Мы осветили федеральный перечень учебников по предметам история, обществознание, право, экономика на будущий 2019 и 2020 год. Какой выбор сделает для себя учитель, какой выбор ОМК? Это, конечно же, право решать самому преподавателю с администрацией относительно того, что учебники достаточно дорогостоящие, и вопрос приобретения их – это прежде всего вопрос финансирования учебных заведений. Мы с вами прекрасно понимаем, что приобретение учебников сейчас остро стоит, это особенно 8 класс. Да? Текущий год показал нам то, что учащиеся 8 класса находились достаточно в ущербном состоянии, поскольку вынуждены были в лучшем случае пользоваться учебником за курс 7 класса, там входит некоторый раздел, необходимый XVIII века, но содержательно он был недостаточен. И поэтому здесь уже на большую трудоемкую работу полагались не только ученики, но и администрация, собственно, учебных заведений, для того, чтобы педагог как-то вышел из данной ситуации. Ну, на следующий учебный год, если будет закуплен учебник 8 класса, данная проблема будет, соответственно, решена. Я обращу ваше внимание на второй вопрос. Нашего заседания. Это особенности ОМК по предмету история. Итак, вновь перед нами на данном слайде уже известная линейка учебников. Это учебники с 5 по 10 класс, история древнего мира, средних веков, нового времени, 7 класс, 16-17 века, история нового времени, 8 класс – это 18 век, история нового времени, 9 класс – это 19 век, история новейшая, 10 класс – 20 век. Ну и, соответственно, история России тоже по данным периодам. Итак, обращу внимание на новую структуру. Здесь мною представлена на данном слайде таблица с 5 по 9 класс, таблица почасовая, да, то есть какое количество часов дается в программе. Ну, понятно, что во многих школах где-то 35 учебных недель, соответственно, 70 часов – это общее количество. Ориентировочно мы говорим, если 70 часов, то получается, что 40 часов на историю России, ну и, соответственно, 300 часов будет на всеобщую историю. Но здесь написано мною в соответствии с примерной программой, то есть 40 на историю России, 28 на всеобщую историю. Ну и также мною здесь представлено количество параграфов. Например, в 5 классе в новом учебнике 60 параграфов, всего 68 или 70 часов. В 6 классе всеобщая история представлена 28 параграфов, ну отсюда вот эти самые 28 часов. В 7 классе всеобщая история здесь 20 часов, но на 28 часов, 20 параграфов, да? В 8 классе 21 параграф и в 9 классе 24 параграфа. Обращу ваше внимание вновь на слайд, который выше был в предыдущей презентации мною представлен. Это варианты как в штатном режиме, так и в пилотном режиме. В штатном режиме наши обучающиеся заканчивают 8 класс, соответственно, им в 9 классе необходим новый учебник, и этот новый учебник уже по XIX веку. Соответственно, старый учебник за 9 класс, он не подходит, поскольку данный учебник, он по 20-му, по началу 21 века. Ну а в пилотном режиме большая часть обучающихся, некоторые заканчивают 10 класс, это у нас суперпилоты, да, или обычные пилоты, те, которые заканчивают 9 класс. То есть их дидактические единицы, они не отличаются от тех дидактических единиц, в соответствии которыми обучаются у нас и учащиеся еще по федеральному компоненту. Я обращу ваше внимание на интегрированный курс всеобщей и отечественной истории. Вот перед нами учебник «Россия в мире». Это интегрированный курс учебника издательства «Просвещение». И здесь вот на разворотах мы видим, что в данном учебнике представлены разделы. Я обращу ваше внимание, что здесь имеются 3 раздела, например, «Введение в историю», такой раздел, второй – «Человечество в эпоху древнего мира», третий раздел – «Мир в эпоху Средневековья». Это
Затем разделы 3, да? Следующие разделы здесь 4-й мир в новое время, ну и так далее, здесь по временным рамкам. То есть на данном слайде можно видеть содержательно, какие основные дидактические единицы включаются в содержание данного учебника. В данном учебнике дается освещение ключевых проблем мировой истории. Здесь раскрываются и анализируются причинно-следственные связи между различными историческими событиями и явлениями, представлены существующие в науке точки зрения на самые болевые исторические проблемы. Широко представлен материал по истории культуры, по истории повседневности разных эпох и разных народов. И, что особенно важно, здесь имеется достаточно богатый материал для творческой поисковой работы с использованием современных технологий. Вот перед нами учебник «История России» под редакцией Александра Александровича Данилова. И то, что мы видим справа. Ну и также есть у нас такой курс, повторительно обобщающий курс по истории России с древнейших времен до начала XX века. Именно он преподается в 11 классе по новым ГОСам для учащихся штатного режима. Это те ребята, которые нынешние в 8 классе подрастут вот как раз до 11 класса. Это учебник как раз для этих обучающихся. Здесь также имеется приложение под названием «Примерный перечень трудных вопросов», ну, что особенно является ценным, поскольку по данным трудным вопросам можно организовать дискуссии, можно организовать проектную деятельность, творческие задания, исследовательские задания и так далее. Я на данном слайде предлагаю вам еще раз обратить внимание на место учебных предметов «История и Россия в мире» в документе, то есть в примерной программе среднего общего образования. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей, то есть новейшей истории и отечественной истории периода от 1914-2012 года, то есть история России. И предмет на углубленном уровне, он включает в себя расширенное содержание истории на базовом уровне, ну а также повторительно обобщающий курс, который определяется рамками до 1914 года. Данный курс он направлен на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям. В соответствии с ГОС в штатном режиме данный курс должен изучаться в 11 классе. Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя обязательный учебный курс «Россия в мире». Ну, также возможны элективные курсы. И в соответствии с ГОС в штатном режиме данный курс изучается должен будет в 11 классе. Это тогда, когда наши восьмиклассники подрастут. На данном слайде мною представлены варианты преподавания курсов истории по линейной системе изучения в 10-11 классах. Вот перед нами первый вариант. Кстати, вот эти варианты представила в свое время Журавлева, автор из одного из учебников, соавтор, точнее, одного из учебников по истории России. Итак, первый вариант – это базовый уровень для 10 класса. Здесь структурно предмет «История» на базовом уровне. Он включает курсы по всеобщей истории и истории России хронологически с 1914 по 2012 год. Соответственно, в 11 классе это «Россия в мире», который может быть выбран вместо предмета «История» на базовом уровне. И здесь варианты преподавания курсов вот как раз по наглядно мы здесь видим по учебникам. Итак, учебники 10 класса по всеобщей истории мы здесь наблюдаем, и учебники по истории России 10 класс, а также учебник по истории России 11 класс. Учебника по всеобщей истории в 11 классе для штатного режима нет, поскольку мы заканчиваем это еще в 10 классе, а в 11 классе речь идет о подготовке государственной итоговой аттестации. И представлен третий вариант. Это базовый уровень изучения истории в 10-11 классе. Здесь имеются вот как раз те самые учебники, о которых выше уже было мною сказано. В 10 классе, соответственно, изучается период, вот как раз Журавлева предлагает изучать период с 1914 по 1945 год, а в 11 она предлагает, вот можно 1945-2018 год. То есть вот таким образом может сделать преподаватель работу с учащимися и разработать свою программу.
На углубленном уровне учебный предмет «История» в старших классах 10-11 изучается в объеме 280 часов, да, за 2 года, то есть 140 часов и 140 часов. И вот как раз вот эти варианты, которые мною были выше сказаны, они здесь и представлены. В 10 классе это изучение периода с древности по 1914 год, а в 11 классе это уже повторительно обобщающий курс, но здесь рамками до 1914 года. На данном слайде мною представлено содержание учебника для 5 класса, то есть нового учебника. Ну, всем вам знаком тот учебник, которым мы пользуемся сегодня в 5 классе. Перед нами это новый учебник издательства «Просвещение», и в данном учебнике представлены дополнительные информационные ресурсы, ну, в частности, здесь информационно-творческие проекты представлены, и имеется дополнительные рубрики в конце каждого параграфа. Ну, чтобы это было наглядно, обращу ваше внимание вот на этот слайд. Итак, на данном слайде мы с вами наблюдаем такую рубрику, как «Подведем итоги, сделаем выводы». Имеются вопросы, которые как на повторение, так и на обобщение. В новых учебниках, которые издательство «Просвещение» выпускает, здесь очень много из того, что уже было в предыдущем учебнике. Собственно, это и понятно, потому что одно и то же издательство. Здесь незначительные изменения есть, и поэтому вполне можно при отсутствии средств обойтись пока предыдущим учебником, для того, чтобы сэкономить средства на приобретение учебника, скажем, для 8 и для 9 классов по всеобщей истории. Вот на данном слайде как раз представлены изменения данного учебника в 5 классе. Здесь имеется раздел, который называется «Счет лет в истории». Он изучался раньше, чем раздел «Первобытность». Теперь это изменено. Вначале идет счет лет в истории, а потом уже как раз идет период первобытности. В учебник включен новый материал. Ну, например, речь идет о периодизации всеобщей истории, о богах древних финикийцев, о религии древних персов, ну и в частности новый материал, который касается и римского права, ну и так далее. И мною здесь данная информация, она представлена. Здесь на данном слайде мы видим оглавление нового учебника для 6 класса. Это история Средневековья. Здесь представлена информация, вот как раз на следующем слайде мною дана разворот некоторых страниц данного учебника, красочность данного учебника мы с вами сразу наблюдаем, да, и какие изменения. Здесь дается включение в учебник нового материала, ну, например, такого материала, как о древних германцах, как о средневековой Ирландии, о средневековой Польше, периода 14-15 веков. Также появился новый материал, который поможет обучающимся выполнять самостоятельную и проектную деятельность. Перед нами учебник по истории нового времени. Это новый учебник, да? И здесь мною представлена таблица «Синхронизация курсов всеобщей истории, история России». Если мы смотрим на синхронизацию данной таблицы, обращаем внимание на 7 класс, то это временные рамки 16-17 веков, то есть от абсолютизма к парламентаризму, первой буржуазной революции. Вот содержательно, что входит в 7 класс изучения. А по истории России, соответственно, тоже 16 века и от Великого княжества к царству. Следует отметить, что в данном учебнике содержательно по оглавлению изменения представлены следующие. Здесь нет 18 века, да? Здесь имеются только 16 и 17 век, поскольку 18 век будет изучаться в 8 классе. И вот перед нами вот тот самый новый учебник, который в этом году всем хотелось иметь, те, кто работали в 8 классе, но, к сожалению, не получилось. На следующий год, если школа закупит, то как раз вот такой учебник наши ученики могут иметь и, соответственно, им пользоваться. Это учебник по всеобщей истории линейки Юдовской и других авторов по XVIII веку. И откроем оглавление данного учебника, и мы видим, что в оглавлении данного учебника входит период XVIII века. Здесь представлены 4 главы. Первая глава «Рождение нового мира», вторая «Европа и век просвещения», третья глава мы видим «Эпоха революций», ну, соответственно, четвертая здесь уже характеристика традиционных обществ Востока. Здесь в данном учебнике имеется
словарь понятий и терминов. В конце учебника имеется фонетическая таблица, ну и, как всегда, рекомендуемая литература. Учебник 9 класса – это для будущих девятиклассников, обучающихся в штатном режиме. Данный учебник, он по содержанию XIX века. Авторский коллектив вам уже знаком, да? Это Юдовская, Баранов, Анюшкина и Медяков. Разворот данного учебника мы открываем оглавление и наблюдаем, что здесь главы следующие. Например, первая глава – это начало индустриальной эпохи, глава вторая – это страны Европы и США в первой половине XIX века, и третья глава – здесь регион Азия, Африка, Латинская Америка, а четвертая глава посвящена странам Европы и США во второй половине XIX века. Данный учебник, если вы помните нашу программу примерную, да, то он соответствует примерной программе. Впрочем, все учебники, линейки, о которой я говорила, они соответствуют примерной программе. Здесь также имеется рубрика словарь понятий и терминов, хронологических событий, ресурсы интернет. Здесь имеется хорошая рубрика по выполнению творческих и проектных работ. Для штатного режима мы видим учебник для обучающихся 10 класса. Это учебник для периода 20-го, начала 21 века, авторский коллектив Сорока Цупа. Это учебник создан тоже в соответствии с нормативной базой программ. Ну и мы видим оглавление данного учебника, что сюда входит. Мы здесь наблюдаем главы. Это период в годы Первой мировой войны, глава 1, затем межвоенный период. Вот как раз я зачитываю название глав, и вы вспоминаете, что они звучат буквально так же, как сформулированы они в программе. Третья глава – это Вторая мировая война, четвертая глава – это соревнования социальных систем, и 5 глава «Современный мир». Этот учебник, как и предыдущие, обладают теми же достоинствами. Здесь и темы проектов, есть и представленная хронология, и список литературы, и словарь терминов, понятий также здесь имеется. Итак, перед нами методический аппарат учебников, о которых мы говорили, с 5 по 10 класс. Разворот одного из учебников мы видим, что это мною вам представлена страница из учебника 8 класса, в частности, часть 11 параграфа и концовка 10 параграфа. Можно увидеть, что имеется знакомый набор значков, да, то есть вопросы для повторения, самопроверки, вопросы из рубрики «Подумайте», значок в виде лабиринта, и дополнительно небольшой документ, врезка документов с вопросами. И практически все эти учебники снабжены похожим методическим аппаратом. Здесь мы наблюдаем тоже некоторые страницы из учебников, где представлена информация, которая помогает обобщить информацию, систематизировать информацию. То есть здесь представлены различного рода задания, информация-задания. И аналогично и здесь мы с вами наблюдаем, это как раз на открытых страницах. Здесь представлены вопросы, задания, которые имеются перед параграфами для удобства изучения материала. Также имеются дополнительные материалы в этих учебниках, что, собственно, нам привычно уже, потому что в предыдущей серии учебников мы привыкли пользоваться дополнительными материалами, информацией, которая представлена и не только в параграфе, но и за пределами параграфа. Данные учебники, они способствуют формированию УУД. Данные учебники хороши тем, что помогают усвоить учебный материал, помогают учащимся анализировать и обобщать информацию на теоретическом уровне, помогают интегрировать знания. То есть данные учебники в единой линейке выдержаны. Также в данных учебниках имеются и такие дополнения, как работа с документом, о чем я выше говорила, да? Работа с картой, и работа с различного рода иллюстративным материалом. Вот перед нами, предположим, изображение. Вопросы к иллюстрациям также имеются, что является очень удачным подспорьем для преподавателя. Очень хорошо прослеживается система проектной, исследовательской и творческой работы обучающихся в таких пособиях, как тетрадь для проектов и творческих работ. Многие из вас наверняка знакомы, что есть такие тетради и для учебников по истории России и по истории всеобщей. Мною на данном слайде представлены
тетрадки по истории средних веков, истории древнего мира, это тетради для проектов творческих работ, и, соответственно, для 7 класса. Понятно, что данные пособия приобретаются самостоятельно обучающимися, не входят как дополнение к учебнику, но в УМК, естественно, входит. Учебник приобретается школой, а вот эти тетрадки, соответственно, приобретаются индивидуально. Обращу ваше внимание на внутреннее содержание данных тетрадок, что там имеется. По каждой теме здесь представлены, соответственно, задания, здесь представлены различного рода творческие задания, вопросы, здесь представлены темы информационно-творческих проектов, и здесь также имеется информация, как выполнять ту или иную работу, то есть даются правила выполнения. Линия УМК Вегасина Сорок-Ацупы, они полностью снабжены такого рода тетрадками. Здесь четко обозначено для каждого обучающегося не только система самих заданий, но и система правил выполнения данных заданий. То есть дается вопрос ссылки на страницу учебника, где что прочитать, каким образом повторить. Даются различного рода письменные задания для детей, требующих дополнительной информации, дополнительных заданий. Здесь есть творческие нестандартные задания и так далее. Вот перед нами также страница из такого рода тетради. И особенно ценно, что здесь имеется паспорт проекта. То есть преподавателю не нужно самостоятельно создавать какие-то дополнительные ресурсы, они уже имеются, собственно, в такой тетрадке. Очень хорошее подспорье для работы с обучающимися. Я уже по первому вопросу, когда освещала, говорила вам о том, что имеется УМК, центросферы, да, и вот как раз на данном слайде я вновь показываю вам данные УМК учебников по всеобщей истории. И обратим внимание на внутреннее содержание данных учебников. То есть данные учебники Центра сферы, они полностью соответствуют примерной программе. По содержанию мы с вами наблюдаем, я уж перечитывать здесь не буду, мы видим практически все те содержательные дидактические единицы, которые мы должны и, собственно, изучать в соответствии с программой. И красочные учебники, об этом вам упоминала, и вот как раз данная страница об этом совершенно ярко свидетельствует. Очень не просто красочные, но и даются четко выделенные основные понятия, хорошо структурированный материал. Иллюстративный материал, вот, который здесь представлен, он снабжен вопросами и заданиями, и данный иллюстративный материал — это не просто как украшение, это материал для работы, материал для творческой работы на уроке. Вот по 6 классу мы здесь можем также это наблюдать. Я просто пролистаю, потому что презентациями можно воспользоваться, чтобы нам долго на этом не останавливаться. По 7 классу также можно обратить внимание. Сам иллюстративный материал, он не просто сам по себе, как сопровождение, но это возможность для работы. Вот здесь мы видим уже по 10 классу. Я уже обратила ваше внимание на то, что данные учебники, они предполагают работу с картографическим материалом, и, собственно, картографический материал представлен в атласе и в контурных картах. Понятно, что это приходится приобретать обучающимся, а точнее их родителям, самостоятельно. Мы с вами прекрасно понимаем, что атлас — это очень важное учебное иллюстрированное издание, которое необходимо для полноценного изучения материала, поскольку именно он помогает ученику наиболее глубоко и полно усвоить изучаемый материал. А работа с контурной картой — это работа по отработке разного типа заданий, разного типа сложностей, которые необходимы для полноценного приобретения знаний, умений, ну и, соответственно, успешной сдачи экзаменов. И здесь я представляю вам разворот как раз атласов 5 и 6 класса. Итак, мы с вами осветили второй вопрос по особенностям УМК по истории. И обращу ваше внимание на третий вопрос. Третий вопрос – это особенности УМК по предметам обществознание, право и экономика. Уже знакомый нам слайд, мы его наблюдали, переработанный учебно-методический комплекс обществознания под редакцией Леонида Наумовича Боголюбова с 6 класса по 11 класс.
обращу ваше внимание, что здесь представлены мною основные направления изменений учебников 6-7 класса. Вот большой трудностью как раз будет то, что изменения, которые претерпели данные учебники, они требуют приобретения новых учебников. Можно ли использовать старые? Вот каким образом это сделать? Тогда придется тот материал, который отсутствует в старом учебнике, каким-то образом преподавателю набирать самостоятельно. То есть, поскольку обновленное содержание, оно связано с тем, что сюда включены новые темы, ну, например, взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями, бедность и богатство, Конституция Российской Федерации. Здесь внесены изменения по отдельным темам. Здесь также, собственно, меняется и сама структура. Но это связано с тем, что в 5 классе нет у нас обществознания, хотя в некоторых школах, насколько мне известно, еще преподают обществознание в 5 классе, но по большинстве своем все-таки начинается с 6 класса. И изменения здесь последовательность глав, иная группировка тем. Ну, например, в 6 классе человек, его деятельность, ближайшее социальное окружение, а в 7 классе, собственно, уже само общество. Здесь меняется и объем самого материала, то есть сокращается количество материалов. Если мы говорим о учебниках, которые были ранее, то количество учебного материала в сравнении с предыдущим периодом, то есть линейка 5-11, 5-9 хотя бы, да, 5-9, 6-9, то они существенно изменились. Ну, давайте обратим внимание конкретно. Итак, здесь перед нами что было в 5 классе, да, и что теперь стало. Если в 5 классе человек, семья, школа, труд, родина, то в 6 классе теперь загадка человека, человек и его деятельность, человек среди людей. Обратим внимание то, что раньше было в 6 классе и что теперь будет в 7. Да? То есть если по старой системе в 6 классе человек в социальном измерении, человек среди людей, нравственной основы жизни, то уже в 7 классе это мы живем в обществе, наша Родина Россия. Что было в 7 классе? Это регулирование поведения людей в обществе, человеко-экономических отношений, человек-природа. Больших изменений претерпела, конечно же, в 8 классе. Я вот на этом слайде хочу обратить ваше внимание на то, какие основные содержательные линии в учебниках по количеству параграфов изменились. Вот, например, такая линия, как «Человек», было 4 параграфа, стало 5. Деятельность ее виды по-прежнему осталось, да? Общество в целом не было такого параграфа, теперь он появился. Сфера экономики стало 4. Сфера социальных отношений не было, теперь 2 параграфа. Сфера политики 1 параграф, культуры 1, область права меньше, было 7, стало 3, и российское общество было 5, стало 6. Итак, идет сокращение учебного материала. То есть параграфы, которые были изъяты из учебника 5 класса, 6, 7 представлены как раз на данном слайде слева. Ну и мною даны комментарии справа. Итак, например, в 5 классе изъяты образование, самообразование, труд и творчество. Ну и комментарии, соответственно, что материал частично вошел в параграфы по таким видам деятельности, как труд и учение. В 6 классе отсутствуют теперь на пути к жизненному успеху такие параграфы, как «Человек славен добрыми делами», «Будь смелым», «Человек-человечность». Данные сюжеты, они, поскольку рассматривались в начальной школе, то они полностью сняты. В 7 классе были такие параграфы, как «Для чего нужна дисциплина?», «Мастерство работника», «Виды и формы бизнеса», «Деньги и их функции», «Виновен, отвечай», «Воздействие человека на природу», «Охранять природу значит охранять жизнь», «Закон о страже природы». Ну, следует отметить, что данный материал частично вошел в другие параграфы, там в экономических блоках, в частности, в блоках экологическом, данные темы сняты. Они включенные, которые были в 8 класс. Давайте обратим внимание на изменения в учебнике 8 класса. Здесь обновление содержания идет всех компонентов, поскольку связано с необходимостью изучения тем по формированию финансовой грамотности. И также, и как я ранее уже упоминала, здесь включается рубрика «Готовимся к экзаменам». Ну, вот как раз пример из этой рубрики. То есть различаем факты и мнения. Вот в параграфе, например, есть такое задание номер 3, имеются дополнительные врезки «Факты», там мнения. И в параграфе 4 также приводятся определенные врезки. Здесь представлены мною 2 варианта заданий.
по рубрике «Готовимся к экзамену». Ну, например, обучаем детей составлять план по тексту. Да? Вот первый вариант плана, вот второй вариант плана. Задание такое. Восьмиклассники должны по предложенному плану изменчивость и стабильность плана по параграфу номер 4 данного учебника нужно выделить не менее 3 пунктов, и 2 из них должны быть конкретизированы в подпунктах. Перечитывая раздел данного параграфа, необходимо будет понять, какой из вариантов плана более полно, логично отражает его содержание, а также пояснить свой выбор, то есть свое мнение. Обращу ваше внимание на учебник 9 класса. Здесь дается обновление содержания, новые темы, корректировка с учетом изменений правовых норм. Здесь меняется структура самого учебника. Включаются новые главы, такие как «Гражданин и государство». Появляется общая структура текста, такие как «Политика», «Гражданин», «Государство», «Основы российского законодательства». И, как я уже выше упоминала, здесь включаются новые рубрики, то есть рубрика «Готовимся к экзамену». То есть практически каждая глава данного учебника, она заканчивается вот этой рубрикой. И задания они предваряются указанием на проверяемые элементы содержания контрольно-измерительных материалов. Вот здесь мною представлены примеры заданий рубрики «Готовимся к экзамену». Я уже не буду анализировать, дабы не задерживать. Можно будет потом в презентации это посмотреть. И, как я уже упоминала, есть такой ОМК из серии «Сферы котовой рисковой». Да, обратим на него внимание. И такой ОМК, как лазебниковый по праву. И есть такой ОМК, как экономика. Здесь представлен авторский коллектив Левицкий, Шейнин и Веленский. В данном учебном пособии, что особенно важно отметить, приведены увлекательные примеры из жизни предпринимателей, их семей, предприятий, государств. Работая с данным учебником, учащиеся знакомятся с работой коммерческих банков, могут получить информацию о том, что такое ценная бумага, как проходит работа на биржах. Данные учебники хорошо иллюстрированы различного рода схемами, стат-материалами, графиками. В учебнике продумана система рубрик, различного рода пиктограмм. И, как я уже ранее упоминала, что есть такой ОМК, это основа финансовой грамотности, 8 и 9 классы. Здесь очень важно то, что обучающиеся получат ответы на такие вопросы, как управлять деньгами, как зарабатывать их, как сберегать, как защищать финансовых рисков и махинаций, как составлять бюджет и личный финансовый план. И поскольку финансовая грамотность на сегодняшний день является особенно актуальной не только потому, что огромного количества конкурсов связано с данной программой, но и для социализации обучающихся имеется огромнейший материал, который связан как с подготовками к данному рода конкурсов, викторин, так и участие в них. И здесь можно как раз более подробно, я ссылку представила, посмотреть по данной ссылке. Здесь мною представлено учебное пособие уже для 10-11 класса. Вот как раз Светлана Владимировна Толкачева, автор данного учебного пособия, она рекомендует это пособие использовать на элективных курсах. И здесь вот обращу ваше внимание, внутреннее содержание данного учебника представлено по финансовой грамотности. И, соответственно, и такой учебник тоже есть, ссылочку я тоже даю. Это для работы на элективных курсах, как и интернет-предпринимательство. И также даются рубрики по данному пособию. Я пролистываю очень быстро, потому что это дополнительный материал, который по желанию можно будет посмотреть. У нас с вами остался последний вопрос. Это вопрос подготовка к итоговой аттестации средствами ОМК. Итак, обращу ваше внимание на то, что успех на экзамене – это прежде всего систематическое изучение курса. Это четкое и скрупулезное выполнение разнообразных учебно-познавательных заданий. Это прежде всего контроль и самоконтроль результатов своей подготовки. Это постоянное знакомство с форматом заданий,
с изменившимися заданиями. Это умение пользоваться различного рода инструкциями к заданиям, умение оформлять ответ и представлять собственные результаты тренировочных работ, подобных основному госэкзамену или единому государственному экзамену в баллах. И важно то, чтобы работать не только на уроке, но и уметь работать дома. Поэтому систематическая подготовка к итоговой аттестации включает в себя взаимодействие учителя и ученика при помощи учебника, дополнительных пособий, ну а также содержание курса и выполнение различного рода заданий. Я предлагаю обратить ваше внимание вот на серию дополнительных занятий для подготовки к ЕГЭ. Здесь представлен материал учебной литературы по истории, это тематический практикум, и по обществознанию, тоже тематический практикум. 9 классы, ну и, соответственно, 10 и 11 классы. Данные практикумы, они содержат задания и тренировочные работы по основным темам изучения курса как истории, так и обществознания. Также здесь представляю многим знакомый комплект дополнительных пособий для подготовки к ОГЭ. Рубрика «Я сдам ОГЭ», знакомый вам данный комплект по истории здесь представлен и по обществознанию. Здесь мы видим полный объем материала для подготовки обучающихся. Представлен индивидуальный подход, оптимальная стратегия подготовки. Здесь типовые имеются задания, курс самоподготовки и, что особенно ценно, это технология решения заданий. Соответственно, тоже знакомая вам серия, комплект дополнительных пособий для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию. Также здесь полный объем материала для подготовки учеников. Здесь имеется и индивидуальный подход, и оптимальная стратегия подготовки. Что особенно ценно, здесь имеются рекомендации при быстрой подготовке к ЕГЭ. Здесь имеются картографические, иллюстративные материалы, то есть работа с изображениями, работа с картами, я имею в виду по поводу истории, да, автор Артасов и другие авторы. Здесь также мною представлен тот материал, о котором я уже выше говорила. Здесь имеются типовые задания, инструкция по выполнению заданий. Здесь имеется тренажер, который позволяет изучить особенности выполнения того или иного задания для того, чтобы избежать стандартных ошибок. И можно данный материал использовать при текущем контроле. Возможно использовать данный материал как во время урока, так и во внеурочной и самостоятельной подготовке. Полностью данный курс соответствует тематическим разделам, элементам содержания кодификатора, проверяемым заданиям экзаменационной работы. Отбор содержания материала данного курса, он очень хорошо подходит для организации факультативов, элективов по предмету, ну и, соответственно, можно и использовать на уроках. Здесь имеется очень хороший подобранный теоретический блок, и понятийный аппарат, схемы, диаграммы, различного рода тексты, практический блок, который помогает отработать приемы выполнения типовых заданий, ну и, соответственно, диагностика, то есть самопроверка. Обращу ваше внимание вот на трудные задания по истории. Здесь как раз имеются вот с изображениями разворот, можно на это обратить внимание. Здесь мы видим работа с картами. Ну и также обращу ваше внимание, что нельзя забывать про самое важное, это про сам учебник, да, который также, прежде всего, он является важным средством для подготовки государственной итоговой аттестации. Здесь на данном слайде я представляю информацию о проблемных заданиях, которые могут быть на ЕГЭ, и необходимость отработки именно данных заданий. Это задание 4 по терминологии, это задание 9 на знание исторических деятелей, задание 14, связанное с картографической работой, 17 задание, связанное со знанием основных фактов, процессов, связанных с вопросами культуры, 18 умение анализировать иллюстративный материал, 22 задание – это задание на умение работать с источниками, и 24 задание тоже на умение работать с историческими сведениями и умение аргументировать свою позицию, то есть за и против. Проблемные задания на ЕГЭ, они хорошо просматриваются в заданиях данной серии «Я сдам ЕГЭ». Здесь есть работа с понятийным аппаратом, отработка всех типов заданий в формате ЕГЭ с акцентом как раз на задания проблемного типа.
Вот если говорить о системе готовых заданий для поэтапной диагностики, то я хотела бы обратить ваше внимание вот на эту таблицу. Здесь можно обратить внимание по поводу стартовой диагностики, можно брать рубрику «Ответьте на вопросы», да, текущий контроль – это задание практического блока «Выполнить задание», «Ответить на вопросы». По промежуточной аттестации можно использовать итоговое повторение по теме. Ну и итоговая аттестация – это уже, собственно, подготовка через систему КИМ. Для оптимизации подготовки обучающихся я обращаю ваше внимание, можно использовать в совокупности сам учебник и плюс вот это пособие «Я сдам ОГЭ» или «Сдам ЕГЭ». Основное вот как раз содержание темы мною здесь представлено в виде структурированного и систематизированного материала, в виде текста, схем, таблиц, что способствует лучшему освоению материала. Вот это в верхней правой части мы с вами видим. А вот перед нами готовый алгоритм организации процесса обучения. То есть я говорила вам о стартовой диагностике, о системе занятий, о заданиях текущего контроля, затем о модульном принципе курса в соответствии с предъявлением заданий на экзаменационной работе, промежуточная аттестация и итоговое тестирование. Поэтому в совокупности учебник и пособие дает полезный результат, качественную подготовку к государственной итоговой аттестации. И здесь мною представлены виды заданий, какие они имеются. Комментировать мы с вами их не будем, дабы не затрагивать личное время. В презентации их можно посмотреть. Рекомендую, возможно, многие уже это и пользуются, готовые контрольные работы для поэтапной диагностики. Они здесь как раз в серии 6-10 классы. Данные готовые контрольные работы можно использовать как для промежуточной аттестации, так же и для тематического контроля. Как раз вот эта серия очень хорошая. Жаль, что нет такой серии по всеобщей истории, и поэтому преподавателям приходится самостоятельно составлять данного рода задания. Здесь можно брать. Поэтому большая честь и хвала Игорю Анатольевичу Артасову, который, потрудившись, создал нам вот такое подспорье. Вот как раз разворот вот этих контрольных работ, как тематических, так здесь есть и итоговые контрольные работы, вот как раз я представляю их внешний вид. Для подготовки к ВПР, вот обращу ваше внимание вот на такие пособия. Это вот перед нами всероссийские проверочные работы, рабочая тетрадь 5 класс, есть такая рабочая тетрадь для 11 класса и, соответственно, есть типовые варианты. Авторы рабочих тетрадок всероссийских проверочных работ 5-11 класс – это Артасов и Мирникова, а типовых вариантов – это Орлова и Безносов. Если посмотреть внутреннее содержание этого рода пособий, то выглядят они следующим образом. Мы все знакомы с содержанием всероссийских проверочных работ, наши обучающиеся в этом году писали их, и, соответственно, мы помним их внутреннее содержание. Вот они, собственно говоря, здесь представлены по всем классам. И следует отметить, что всероссийские проверочные работы, они тоже могут быть использованы для подготовки государственной итоговой аттестации. Как для самостоятельной работы, так и можно использовать и на элективах. Здесь я представила информацию о перспективной модели ОГЭ, знакомой нам. Да? В этом году обучающиеся 9 классов, выпускники уже будут сдавать ОГЭ. 2 модели у нас ОГЭ. Одна модель для тех, кто является суперпилотами, и у них будет 19 с древности по 19 век, и в расширенном варианте задания по 19 веку будут. А для тех, кто изучал с древности по начало 21 века, у них, соответственно, традиционные, уже известные нам системе модели. Я прокручу этот вариант и обращу ваше внимание, что успех на ОГЭ, успех на ЕГЭ зависит не только при том, что мы используем дополнительные пособия, но мы используем эти дополнительные пособия вместе с учебным материалом, отрабатывая как на уроке, так и за пределами урока. Мы с вами отработали все 4 вопроса полностью. Следует отметить, что все представленные выше учебные пособия, они
полностью соответствуют концепции преподавания учебного предмета, как истории, так и обществознания. Они полностью соответствуют истории и культурному стандарту и федеральному перечню учебников. На следующий учебный год по каким учебникам мы будем обучаться в соответствии с выше уже полученной информацией, вы какое-то для себя определение сделали. И хотелось бы решением нашего заседания Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания сказать следующее, то есть принять во внимание информацию по теме заседания РМО и на этом заседании, если есть какие-то вопросы, то можно их присылать, соответственно, в чате. Мы с вами программу отработали. Есть ли какие-то дополнения присутствующих? Нет, да? Большое всем спасибо, и мы на этом заканчиваем. До свидания.